Фотографии, награды, благодарственные письма и грамоты. Выставка рассказывает о жизненном пути двух героев Великой Отечественной войны – Александре и Екатерине Синявских. Екатерина Васильевна ушла из жизни совсем недавно. Она прожила более 100 лет. Александр Синявский также был на фронте и Великую Победу встретил в Австрии. Многочисленные награды и личные вещи ветеранов в Музей боевой славы передал внук четы Евгений Синявский. Все, кроме писем и грамот, станет частью постоянной экспозиции. Цель такая, чтобы каждый желающий мог визуально прикоснуться к истории не просто данной четы, а именно ветеранов, те, которые прошли в путь, добывая победу, даря жизнь последующим поколениям. Собственно говоря, за что мы безмерно должны им быть благодарны. Всю сознательную жизнь она старалась привить, вот, в частности говоря, за свое поколение, это вот трудолюбие, честность, отзывчивость, порядочность, любовь к родине. То есть то, что было в них вложено в самих, они старались нам это все отдать. Александр и Екатерина Синявские награждены множеством боевых орденов. Их жизнь и героический путь отмечены наградами и благодарственными письмами. Екатерина Васильевна была заслуженным учителем школы Абхазской АССР. Долгие годы преподавала она в Гулрыбской средней школе и обучала юное поколение немецкому языку. Евгений Синявский вспоминает о бабушке и дедушке трогательно, с теплотой. Он не только рассказал о том самом Дне Победы, воспоминаниями о котором с ним поделилась Екатерина Васильевна, но и продемонстрировал выставочные экспонаты, представленные в музее. Это значит боевые награды дедушки, бабушкины. Вот. Здесь вот письмо. Это, если я не ошибаюсь, датировано 41 годом. Полевая почта, тогда вот треуголки складывалась. Бабушка всегда его демонстрировала, будучи живой, когда приходили к нам визитеры домой. Говоря за это письмо, это, по-моему, дедушке писала его мама на фронт ему. Дальше вот здесь ее фотографии. Здесь и боевые, вот, с комсоргом батальона, вот, командир. Здесь вот ее однополчане. По завершении открытия выставки начался круглый стол, посвященный патриотическому воспитанию молодежи через сохранение исторической памяти о победе в Великой Отечественной войне. Мероприятие было организовано Союзом русских общин Абхазии совместно с Музеем боевой славы при поддержке посольства России и 7-й военной базы. Открывая дискуссию, Мзия Бея отметила, что память о подвигах героев необходимо хранить и передавать из поколения в поколение. Когда приближается такая замечательная великая дата, как 9 мая, День Победы, мы не можем не вспомнить о тех, кто уже не придет никогда, и тех, кто приближали нам победу в неимоверно трудных условиях. Одной из актуальных тем круглого стола стало продолжение работы по восстановлению и системному уходу за памятниками и мемориалами защитникам Великой Отечественной войны. Как рассказали спикеры круглого стола, имеющиеся в республике памятники планируется внести в специально созданный реестр. В последние годы в республике усилиями властей и соотечественниками были установлены или отремонтированы целый ряд мемориалов и захоронений павшим воинам. В то же время количество имеющихся в Абхазии монументов, посвященных Великой Отечественной войне, и это подтверждает вот фотовыставка, а также приближение 80-й годовщины Победы требует от всех нас постоянной и системной работы по уходу за ними. Поэтому для координации наших усилий предлагаем обновить имеющийся в посольстве перечень памятников и захоронений с учетом сведений, имеющихся у районных властей, соотечественников и энтузиастов. Эти памятники, мы хотим их взять на учет. Параллельно с нами занимается этим ИКСОС тоже. И мы решили совместить наши усилия и будем искать возможности их реконструировать. Секретарь Совета безопасности Республики Сергей Шамба отметил, что необходимо с особым трепетом относиться к сохранению героической истории республики. Ведь жители Абхазии часто становились героями и принимали участие в событиях поистине мирового масштаба. Он также подчеркнул, что в Абхазии с особым трепетом относятся к памяти о Великой Отечественной войне. Мы,
конечно, должны делать все для того, чтобы молодое поколение училось на примере патриотов, защищавших нашу Родину во все времена. Мы живем в таком важном месте геостратегическом, я имею в виду, в частности, Абхазию. Поэтому нам приходилось в своей истории очень часто быть в водовороте событий мирового масштаба. И сегодня, конечно, мы особо отмечаем дату окончания Второй мировой войны 9 мая, но мы также должны помнить и о других событиях важных. В рамках круглого стола также была представлена выставка «Памятники и мемориалы Великой Отечественной войны в Абхазии». Рада Чачава, Камила Джоупо, Абхазское телевидение.